Лаборатория графеновой нанотехнологии создана по федеральной программе развития наноиндустрии при СВФУ имени Амосова в 2007-2010 годах. Лаборатория стала прецедентным вкладом для рывка научно-технического развития в Якутии. Целью нашей лаборатории является, во-первых, синтез и исследование наноматериалов. Это графен. Что такое графен? Графен – это самый тонкий материал в мире. Он 200 раз прочнее стали, он подчиняется законам квантовой физики. Его мы, например, прилагаем к запястью человека, приклеиваем, и он может чувствовать малейшие изменения. Мы занимаемся созданием электронных текстилей. Его можно применять для создания сенсорных структур, для создания умной одежды. 2010 подарил миру Нобелевскую премию по открытию графена. Несмотря на отсутствие в Якутии школ по направлению, на сегодняшний момент опубликовано более 100 статей по уникальному материалу. В лаборатории моей темой является синтез и исследование свойств углеродных точек. Это такие очень маленькие частицы нанометрового, которые светятся под воздействием ультрафиолетового света. И могут применяться в широких областях науки, таких как оптоэлектроника, биомедицина. Воздействием ультрафиолетового света углеродные точки светятся зеленым. Исследуем двумерные наши материалы в сочетании с ферромагнитными магнитными материалами. Здесь мы измеряем химический состав в спектре материала. И вот там внутри лежит наш графенчик. Зарегистрировано 15 патентов. Выиграно и выполнено 12 грантов РФФ и РНФ. 6 молодых сотрудников стали кандидатами наук. У нас печка CVD роста графена. На данный момент происходит как раз отжиг при 1000 градусов. Закончил в 2009 году Якутский госуниверситет, который я занимаюсь двумерным по материалам, дисульфид молибдена, смотреть микроскоп. Да, вот дисульфид молибдена, дисульфид вольфрама растут в виде таких треугольников. Вот он, Борис Русланович, являюсь инженером нанолаборатории.